Добрый день, дорогие читатели! Сегодня я познакомлю вас с выставкой «Здоровое питание 21 века», которая будет экспонироваться весь июль в отделе технической и сельскохозяйственной литературы Национальной библиотеки Удмуртской республики. Еще в 50-х годах прошлого века Министерство здравоохранения страны восходящего солнца было озабочено ухудшением здравоохранения среди населения. В связи с этим были предприняты ряд исследований, и японские ученые разработали специальные программы по оздоровлению населения страны. Эти программы получили распространение и известность во всем мире, и уже в 90-х годах прошлого века приняты на вооружение в России и приняты на законодательном уровне. Все эти исследования позволили при поддержке, конечно же, ученых, это биохимики, медики, диетологи, физиологи, позволило вылиться в отдельное направление науки, называемое биотехнология. И сегодня мы рассмотрим книги, представленные на нашей выставке, которые относятся к подразделу биотехнологии, это пищевая биотехнология. И разрешите мне представить вам учебное пособие, авторы Неверова, Гореликова, Поздняковский, под названием «Пищевая биотехнология продуктов из сырья растительного происхождения». Этот учебник одобрен Министерством образования для высших учебных заведений и для студентов, обучающихся по направлениям биотехнология и пищевая биотехнология. Также, говоря о научном подходе к здоровому питанию, нужно отметить ежегодники Российской академии естественных наук. Это сборники научных трудов, которые издаются под одним названием «Нетрадиционные природные ресурсы, инновационные технологии и продукты». Статьи в сборнике сгруппированные по следующим тематическим направлениям. Это антиоксидантная активность сырья и продуктов природного происхождения, физиология растений, растениеводство, инновации в области водных биоресурсов и наночастицы природного происхождения, их свойства и перспективы применения на практике. Переходя от науки к жизни сегодняшней, нельзя не отметить, что все большее число людей принимают на себя ответственность за свою жизнь, за свое здоровье. И на сегодняшний день кухонные шкафы – это уже не место хранения продуктов, а это аптечка, которую каждый человек выбирает для себя сам, изменяя свои гастрономические привычки. И говоря о натуральных продуктах питания, мы сегодня не можем обойти стороной такое направление питания, как вегетарианство. На нашей выставке представлен ряд книг на эту тематику. Я хочу представить вам несколько из них. Одна из них – это сборник, состоящий из двух книг польских авторов Вишневска-Рожковска и Петровикова. «Вегетарианство». Первая книга. В ней рассказывается о философии вегетарианства, так как это и на сегодняшний день достаточно спорное направление в питании, но которое имеет место быть и распространяется достаточно широко. Вторая книга «Вегетарианские блюда». Здесь рассказывается, как можно просто в домашних условиях приготовить блюда из натуральных продуктов. Еще одна книга, на которую я бы хотела обратить ваше внимание, называется «Вегетарианская кухня». Эта книга уникальна тем, что в ней собраны рецепты, по которым готовили еще наши прабабушки. Первому изданию этой книги более 100 лет. Автор книги Ольга Константиновна Зеленкова является ярым пропагандистом вегетарианства, и собранные ею рецепты еще в начале прошлого века вошли в книгу «Я никого не ем». Говоря о здоровом питании, нельзя обойти стороной еще книгу «Ведическое кулинарное искусство». В этой книге собраны рецепты вегетарианской кухни всех народов мира.
Также, говоря о здоровом питании, мы не можем обойти стороной тему детского питания. А на эту тему у нас присутствует ряд книг, в частности, одна из них доктора Эткера «Детская кулинария». Здесь дается подробное меню для составления питания детей от самого рождения. Ну и в заключение нашего обзора хочу рассказать вам о продукте, который еще в начале XIX века продавался в аптеках в качестве бодрящего лекарства. Конечно же, это шоколад. Книга, представленная на выставке, напоминает внешне плитку шоколада. Называется она «Энциклопедия шокоголика. Инструкция к применению». Ее очень приятно держать в руках. Содержание ее не менее красочное и насыщенное. Познакомившись с ней, вы найдете информацию о многих мифах и легендах, которые сопровождают этот продукт со дня его появления. Итак, мы провели краткий обзор выставки «Здоровое питание 21 века». Сегодня каждый человек понимает, что здоровье находится в его руках. Чтобы более подробно ознакомиться с нашей выставкой, приглашаем вас в отдел технической и сельскохозяйственной литературы по адресу 30 лет Победы, 14. Ждем вас!